В эфире информационный выпуск Хамши Экшара. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Пока исполнение составляет 88%. В правительстве обсудили госбюджет за 9 месяцев текущего года. Среда обитания. Первый урбанистический форум в Абхазии. Иконы с мощами святителей в абхазские церкви. Илорские и Каманские храмы получили долгожданный подарок. Выполнение государственного бюджета Абхазии за 9 месяцев текущего года было обсуждено сегодня на рабочем совещании, которое провел премьер-министр Валерий Бганба с руководителями министерств, таможенного комитета и других профильных ведомств и районных администраций. В совещании также приняли участие депутаты Народного собрания. Подробности обсуждения в репортаже Ренаты Шакая. На совещании акцент был сделан на исполнение собственной доходной части бюджета, а на 1 октября республиканский бюджет по доходам исполнен на 65,6% годового плана. Исполнение госбюджета за 9 месяцев составило 88%. Основная доля выпадения у нас идет, тенденция, к сожалению, сохраняется, это по таможенным платежам. Есть выпадение по прочим доходам, администрируемым различными органами государственной власти, ну и исполнение по части финансовой помощи, а именно по инвестиционной программе. Значит, за 9 месяцев у нас по инвестпрограмме поступило всего 495 миллионов рублей из запланированных 1 миллиарда 620 миллионов, что является очень низким показателем. Отчет за 9 месяцев по налоговым платежам предоставил министр по налогам и сборам Даур Курмази. За указанный период текущего года при плане 1 миллиард 900 миллионов рублей поступление составило 1 миллиард 819 миллионов рублей. Недопоступило в бюджет 80 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом динамика роста достаточно положительная. В целом могу сказать, что у нас невыполнение плана по 4 районам – это Гагра минус 125 миллионов, Гулрывш минус 2,2, Ачимчира минус 32 и Творчал минус 3,9. И положительные показатели по городу Сухум плюс 35,9, Гудаута плюс 7,1, Сухумский район плюс 39,5 и Гал плюс 0,2. Общий контингент дал в итоге отрицательный результат 80 миллионов. Говорить о том, что можно сделать определенный вывод о снижении объемов налоговых поступлений по итогам года, на мой взгляд, немножко рано. Потому что у нас сейчас идет сдача, практически завершена сдача отчетности по итогам 9 месяцев. И учитывая, что у нас вторая половина курортного сезона все-таки была положительная, то мы ожидаем определенного прироста. И в ноябре месяце мы сможем точно говорить о предварительных результатах. Но есть основания полагать, что за исключением Ачимчирского района, в частности, в том числе и по Гагре, и по городу Сухум, дополнительно и по Гудаутскому району, есть основания полагать, что динамика должна быть положительная. Премьер-министр Валерий Бганба заявил, что реальной картины движения подакцизных товаров нет. Из-за контрабанды страдают отчеты по торговле, и по этим вопросам необходимо принимать меры. Главу правительства также интересовал вопрос, по какой причине по всем показателям в производстве большие убытки. В Сухумском районе, к примеру, как сказал премьер-министр, большая часть предприятий ушла в минус, но при этом они продолжают работать, не объявив себя банкротами. Они просто закроются и уйдут домой, но они работают, они существуют. Значит, немножко не так ведется бухгалтерия, а мы не можем это проверить. А БЭП кто у нас с АБЭП? Ну, за все эти годы хоть одно есть экономическое преступление, которое мы довели до конца, и кого-то наказали, или что-то сделали, вернули государству какие-то деньги, увеличили поступление в бюджет. Что касается индикативного плана, то его показатели составили 101%, сообщил министр экономики Атгур Ардзинба. На наш взгляд, идет определенного рода манипуляция, а именно манипуляция в части налога на прибыль. Вот данные вот здесь передо мной, если взять показатели годовые 2017 года, полгода 2018 года, то у нас в стране прибыльных предприятий, то есть тех предприятий, которые показывают прибыль, всего 34% по году 2017. Если полгода 2018, то всего 29%.
Это для сравнения, вот в Российской Федерации там 19% показали убытки, все компании, это был 2017 год, и это, коллеги, было серьезное, там шум по этому поводу подняли, это нонсенс был. А в нашей стране, к сожалению, если взять даже ретроспективу за прошлый период, она примерно такая ситуация. Что касается отчета Государственного таможенного комитета, выполнение составляет 94%. При плане 1 миллиард 353 миллиона. То есть за 9 месяцев в бюджет поступил 1 миллиард 223,5 миллиона рублей. Недополучено 129 миллионов 800 тысяч рублей. Хорошая ситуация, скажем, по таким платежам, как таможенная пошлина. Там практически у нас 100-103% и по экспорту, и по импорту. По таможенному сбору практически такая ситуация. По акцизу у нас при плане 101,3 миллионов рублей фактически поступило 86 миллионов рублей. План выполнен на 75,5%. Премьер-министр Валерий Бганба поручил профильным ведомствам определить состав затрат, провести анализ и соответствующие проверки. При этом глава правительства отметил, что бюджет должен быть выполнен. Как подчеркнул Валерий Бганба, законодательная база должна быть приведена в соответствие, так как от ее состояния во многом зависит поступление в бюджет. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На 92-м году жизни скончался ветеран абхазской журналистики, заслуженный работник культуры Абхазской АССР, заслуженный журналист Республики Абхазия, член Союза журналистов СССР, депутат 9, 10 и 11 созывов Верховного Совета Абхазской АССР Сергей Михайлович Квициня. Сергей Михайлович Квициня в разные годы работал в редакции газеты «Апсныкъапщ» литературным работником, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1972 году он был назначен редактором газеты «Апсныкъапщ» и проработал в этой должности до 1992 года. Сергей Квициня более 35 лет возглавлял Союз журналистов Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии погиб его единственный сын Руслан. Его памяти Сергей Квициня посвятил поэму «Ауаз». После войны Сергей Михайлович в тяжелейших условиях восстанавливал Союз журналистов Абхазии. Массу встреч он смог организовать, и финансовые трудности были, все было, все проблемы. Но он, несмотря на это, смог сплотить людей. И в клубе журналистов он проводил очень интересные мероприятия, приглашал сюда очень уважаемых журналистов, проводил вечера памяти видных журналистов. Смог наладить очень такой серьезные творческие связи с Союзом журналистов России, конфедерации, Международной конфедерации журналистов. Сергей Михайлович в очень сложных послевоенное время проводил очень большую организационную работу. Те же ежегодные журналистские конкурсы, которые проводились последние 10-15 лет, это возобновление этого конкурса, это большая личная заслуга Сергея Михайловича. Сергей Михайлович сыграл очень такую большую роль при решении вопроса социальной защиты журналистов старшего поколения. Он смог тогда убедить правительство Абхазии вместе с другими творческими союзами, чтобы члены Союза журналистов советского периода получали социальную помощь от правительства. И мы вот все эти его начинания помним, пытаемся это все поддержать, и в дальнейшем будем делать все, чтобы его имя, его дела, его проекты, которые он начинал и в советское, и после военное время, чтобы их продолжить, чтобы наша профессия развивалась успешно в нашей стране. В Илорской и Каманской церкви Абхазии доставлены 2 иконы с частицами мощей святого великомученика Георгия Победоносца и святителя Луки Крымского. Привезти иконы в нашу страну стало возможно благодаря фонду святого Ванифатия. Сария Смыр продолжит тему.
Икона с мощами Георгия Победоносца была официально передана накануне в Илорский храм президентом благотворительного фонда Святого Ванифатия Натальей Мезенцевой. Этого события прихожане церкви ждали давно. Свидетеля Георгия Победоносца в Абхазии почитают многие. В храм, названный в его честь, ежедневно приезжает большое количество людей. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут. В определенный период своей жизни Георгий обращается в христианство, обвинив императора в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Все тяготы святой мученик переносил терпеливо и обращал ко Христу жителей страны. После его смерти святые мощи Георгия были положены в Лидии, в храме, который носит его имя, а глава его хранилась в Риме, в храме, также посвященном ему. Мы передаем икону с частицей мощей, которую мы привезли вместе с паломниками, кстати, тоже из монастыря святого Георгия Победоносца, из Мещовска, Калужской области. С настоятелем монастыря отцом Георгием мы посетили Иерусалим, где нам была передана частица святого Георгия Победоносца. И вот частичка этих мощей вложена в икону, и мы передали ее, как уже давно было по договоренности, по благословению отца Сергия, в этот необыкновенный храм. А в храм имени Иоанна Златоуста в селе Каман были переданы икона и мощи святого Луки Крымского. Настоятель монастыря игумен Игнатий Киут после чтения молебна установил икону в центральной части храма. Икону с мощами настоятели церкви ждали около 2 лет. Его известность распространилась широко, но так получилось, что и в Абхазии он стал очень любимым. Поэтому я бесконечно рад, что эта чудесная икона с частицей мощей здесь находится, что кто может приезжать, будут приезжать сюда. Кто не может, я всегда готов с этой иконой прийти в любую больницу, в любую деревню, в любой город Абхазии, в самые отдаленные деревни, чтобы люди получили на самом деле исцеление. Лука Войно-Ясеницкий родился в 1877 году. Всю свою жизнь он помогал людям. Будучи врачом, исцелял от различных болезней. Терпеливо сносил все гонения и мучения. Он настолько угодил Богу, что тот наделил его даром творить чудеса при жизни. У Луки Крымского просят исцеления от болезней, духовной поддержки и помощи для близких людей. Мощи были привезены из Святой Земли, куда в паломничество совсем недавно ездили сотрудники фонда Святого Ванифатия. Была отделена частица, вставлена в икону святого Луки. И мы сегодня торжественно в древнейший храм, который освящен стопами святого Иоанна Златоуста, который почитает весь мир, и знают и паломники, и также страждущие, которые имеют духовные и телесные недуги, передали эту икону, и она будет храниться здесь, и также будет совершаться крестный ход по местам, где это необходимо и нужно. Фонд Святого Ванифатия тесно сотрудничает с представителями Абхазской православной церкви. В течение нескольких лет в дар абхазским храмам были переданы мощи многих святителей. В будущем у обеих сторон есть планы привести в Абхазию мощи святого Евстафия Псильского. Сария Смыр, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуми на культурной площадке «Склад» проходит первый в Абхазии урбанистический форум под названием «Среда обитания». Сегодня состоялась панельная дискуссия экспертов по урбанистике. Российские специалисты поделились опытом с членами городских сообществ, молодыми архитекторами, дизайнерами, журналистами. Репортаж на Алыкове. Проект состоит из 4 блоков: тактический урбанизм, перезагрузка постсоветского города, экология современного города и безопасность на дорогах. Работа первого из них началась 20 октября. Сухумский урбанистический форум «Среда обитания» – это длительный проект, который пройдет с октября 2018 по март 2019 года при финансовой поддержке программы развития ООН и Европейского Союза. Рабочая группа была собрана, которая имеет отношение к градостроительству, к архитектуре, к урбанистике. Тут были какие-то дизайнеры, несколько людей, которые могли там собирать текстовую информацию. То есть мы работали не только с людьми, которые умеют проектировать, но и с теми, которые работают с информацией. Стратегию изменения городской среды, которую мы хотим видеть. И что важно, она заключается не в том, чтобы урбанист встал и пошел, проложил дорогу, не знаю, или снес какой-то дом. Она о людях.
о людях, которые меняют пространство вокруг, да, с помощью тех знаний, которые они получили. То есть у нас в данном случае это был, как минимум на 50% образовательный проект. В рамках проекта «Среда обитания» среди жителей столицы проводился опрос. По мнению горожан, в Сухуме много градостроительных проблем. Зданий, нарушающих архитектурный облик города. Мало тротуаров, велодорожек, детских площадок, мест для отдыха. Программа одного из блоков «Среды обитания» строится вокруг приглашенных экспертов, архитекторов и урбанистов, кураторов образовательной программы управления территориальным развитием на базе Московской архитектурной школы «Марш» и президентской академии «Рангихс». В рамках форума эксперты проводят мастер-классы и читают лекции. Мы выделили 4 цели, большие цели на основании интервью. Интервьюировали мы тех горожан, которые уже как-то действуют, каждый в своем небольшом поле. Это благотворительные организации, это так называемые активисты, журналисты, те, кто работает с культурой, с наследием. Что самое интересное, мы в ходе всех интервью поняли, что люди говорят меньше про город как про камни, строения, здания, а скорее они говорят про город как какую-то среду, в которой есть культура, и они все очень жалеют, что современные горожане оторваны от этой культуры. И все как-то пытаются эту культуру привнести в жизнь, в городское пространство. По словам организаторов форума «Среда обитания», на данном этапе основной целью проекта является объединение различных фондов и организаций, молодежных движений, коих в столице немало. Все они нацелены на решение городских проблем, повышение качества жизни горожан и не только. Проект «Среда обитания» нацелен на создание образовательной и дискуссионной площадки для активистов, простых горожан и представителей власти. Ведь главный девиз организаторов форума, главный ресурс – это не деньги, главное – это люди, которые хотят что-то менять и уже меняют. На Алакове. Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 30 октября по 3 ноября на базе артполка Министерства обороны пройдет 14-я республиканская военно-спортивная игра «Ай-Яйра» среди школьников, посвященная 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости нашей страны. Организатор – Министерство образования и науки при поддержке Министерства обороны. В программе игр разборка и сборка автомата, стрельба из автомата, бег на 100 метров, кросс 1000 и 1500 метров, метание гранаты, перетягивание каната, строевая подготовка и другие виды соревнований. В них примут участие все сборные команды городов и районов страны. Победители и призеры игр будут награждены медалями, грамотами, кубками и ценными подарками Министерства образования и науки. Абхазские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды с вечера 24 октября до конца следующих суток 25 октября. Как сообщает начальник отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Амир Цушба, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Сильные ливневые дожди с грозами, местами возможен град с усилением ветра от 12 до 17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. В реках возможен резкий подъем уровня воды. Итак, по сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды. Облачно, сильные ливневые дожди с грозами, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 15-20 тепла. Температура моря плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.